Очередное заседание сессии парламента и по предварительным расчетам заключительной весенней сессии включило 22 вопроса и, конечно же, предусмотрен раздел «Разное». Повестка тает на глазах, сказал спикер парламента Лаша Ашуба, когда депутаты стали озвучивать свои предложения исключить из повестки некоторые законопроекты. Два из них касались вопроса приватизации гостиницы «Амткел» и предоставления участка земли в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Самши-24». Третий законопроект касается международных договоров Республики Абхазия. Во всех трех случаях депутаты не возражали и большинством голосов проголосовали за то, чтобы снять с повестки. Депутат Кангварча предложил снять с повестки и законопроект о ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению работы международного аэропорта. Основная причина такого предложения, по словам депутата, недоработка проекта в том числе. Он считает, что проект не нашел отражения ранее выработанным замечаниям парламентариев. Вопрос активно обсуждали и по итогу вынесли на голосование, в результате которого проект закона о ратификации остался в повестке. Депутат Эрик Рыштуни обратился к коллегам с просьбой поддержать законопроект об оказании государственных услуг и принять его в первом чтении. Речь идет о создании единого функционального центра, что крайне важно для общества. Если говорить коротко, то этот законопроект станет базой в создании госуслуги по принципу одного окна. Депутат Дауд Хутаба представил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты. К примеру, согласно изменениям установлена уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Также увеличены штрафы. Согласно поправкам, опрос на месте преступления не будет рассматриваться в качестве доказательства в суде. Вносятся изменения как в Уголовный кодекс, так и в Уголовно-процессуальный кодекс. Там, например, вводятся такие новые статьи, как купля-продажа человека. То есть нам объясняли, что на самом деле такие случаи бывали, но привлечь формально именно по такой статье не получалось. Предлагалось изменить содержание статьи клеветы, то есть тут увеличение штрафа от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Нам предлагалось приостановить действие статьи в УПК, которая регламентировала бы домашний арест. Неоднократно представители Генеральной прокуратуры говорили о том, что сегодня совершается ряд таких общественно значимых преступлений, по которым нередко суды в качестве меры пресечения суды выносят домашний арест, а это позволяет людям, обвиняемым в данных преступлениях, воздействовать на судебную систему, воздействовать на свидетелей, допустим, уничтожать какие-либо факты, свидетельствующие о совершении преступления. Дело в том, что сама по себе мера пресечения, домашний арест, не исполняется в должном образе, как прописано в статье 106 прим. 1. Там говорится о том, что на лицо, которое наложено домашний арест, должно быть электронный браслет, который будет отслеживать его перемещение. У нас есть ряд уголовных дел, где подозреваемые проходят те лица, которые находились на домашнем аресте, в том числе и особо тяжкие в виде убийства. Тем не менее, мы бы были согласны на данном этапе принятия общего запрета по домашнему аресту по особо тяжким хотя бы преступлениям. Депутаты рассмотрели возможность отмены домашнего ареста, но оставили эту меру пресечения допустимой на усмотрение судьи. Во втором окончательном чтении депутаты внесли изменения в закон о налогах на добавленную стоимость. Беслан Халваш уточнил, что это позволит возмещать налогоплательщику вычтенные суммы. Предлагается рассмотреть проект закона об установлении обязанности по восстановлению сумм налога, принятых ранее к вычету при приобретении товаров, работ, услуг, в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае, если они перестанут использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость. Посредством тайного голосования на должность заместителя контрольной палаты был избран Зураб Отарба, а на должность аудитора контрольной палаты Беслан Торчо. Зураб Отарба и Беслан Торчо работают в этой сфере долгие годы, потому депутаты оказали им полное доверие. Во втором окончательном чтении депутаты приняли законопроект, регулирующий стаж деятельности для присвоения звания заслуженного. Теперь, чтобы статус заслуженный перешел в статус народный, понадобится 10 лет. Это касается артистов, деятелей искусств, работников культуры и художников. Что касается научной деятельности, для присвоения звания заслуженный деятель науки стаж не должен быть менее 15 лет. Во втором окончательном чтении принят и законопроект, предусматривающий изменения в закон о статистической деятельности. В законе определены госорганы, обязанные предоставлять данные
Госстату, а также утвержден порядок проведения статистических наблюдений филиалами и представительствами иностранных организаций. Повышение размера госпошлины регулирует законопроект, внесенный в парламент представителем президента Анри Барциц. Согласно изменениям, госпошлина на выдачу обыкновенной рабочей визы вырастет на 1000 рублей. Анри Барциц также представил законопроект о стратегическом планировании и вслед за ним проект, предусматривающий изменения некоторых законодательных актов в части регулирования стратегического планирования. Далее депутаты рассмотрели проект ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум. Соглашение было подписано, как вам известно, в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 года. Регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязанности сторон по реализации инвестиционного проекта. Депутат Алхас Барциц озвучил мнение профильного комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Заключение комитета было рекомендовать на сессию к ратификации данного соглашения. Проводя консультации с правительством, мы знаем, что сегодня есть ряд заявок, то есть это не один инвестор, который заявил желание на рассмотрение, находится 2 заявки. Помимо этого, определение российского юридического лица, то лицо, которое будет инвестировать в данный проект, будет осуществляться путем проведения отбора. То есть будет создана межправительственная комиссия, которая по определенным критериям будет выбирать, кто из инвесторов больше подходит для того, чтобы реализовать на территории Республики Абхазия данный проект. В этом документе будут отображены все внутренние механизмы работы данного соглашения. Инвестор также на себя берет обязательства за свой счет сделать реконструкцию, либо это будет капитальный ремонт, именно что касается аэродромной части. Министр экономики Кристина Узган приняла участие в заседании, чтобы дать развернутые ответы на вопросы депутатов, которые опасаются несовершенства правового регулирования деятельности инвестора. Парламентарии интересовались и тем, какую прибыль в бюджет принесет запуск аэропорта. У нас по бумагам это 25 лет никаких налогов и этих мы ничего не будем там видеть. Вообще о чем речь идет? Вот это можете хотя бы разъяснить? Речь в данном случае идет о том, что инвестор будет финансировать все мероприятия, связанные с восстановлением этой инфраструктуры, исключительно за свой счет. При этом вся эта инфраструктура остается в государственной собственности. Также остается в государственной собственности объект историко-культурного наследия аэровокзальный комплекс. Я в этом соглашении не увидел, скажем, вот такую норму, что инвестор не имеет права кредитоваться в тех банках, которые, скажем, находятся в недружественных странах по отношению к Абхазии. То есть в этом вопросе я допускаю, что, скажем, инвестор, если этой нормы здесь нет, не прописано, то есть если нет запрета, значит он фактически может Bank of Georgia взять кредит, вложить сюда, ему никто не запрещает, потом применить процедуру банкротства, и наш аэропорт будет принадлежать Bank of Georgia. Правильно? Вопрос залога – это не новшество в этом межправсоглашении. Вопросы залога у нас отрегулированы гражданским правом. Поэтому в данном случае мы ничего нового в межправсоглашение того, чего законодательством республики не предусмотрено, не включили. Это первое. При этом все это соответствует нормам Конституции в отношении вопросов земли. Теперь второй вопрос относительно внесения изменений в межправсоглашение. Но нормы законодательства, регулирующие международные отношения, в данном случае международные договоры, требуют обязательной ратификации любых протоколов, которые будут вносить в такое межправительственное соглашение изменения. И в данном случае такая же процедура будет предусматриваться и здесь. А теперь, что касается возможности привлечения денег. В данном случае мы не можем ограничивать инвестора только тем, что он условно исключает возможность привлечения кредитных денег. Но при этом мы себя обезопасили следующим образом. Во-первых, этот формат предусмотрен самим межправсоглашением, а также у нас есть норма в проекте соглашения ГЧП, которую мы сейчас
отрабатываем о том, что в случае, если инвесторам будут привлекаться заемные средства, то соглашение о привлечении таких заемных средств будет согласовываться с абхазской стороной в обязательном порядке. Мы понимаем, что это не самый рентабельный проект для инвесторов, поэтому фактически он отчасти социальный. Дальше что он будет приносить? Наверное, инвестор видит перспективу и Абхазии в том числе и с точки зрения большего количества туристов на территории Абхазии. Наверное, в этом. И с этим это связано. И мы входим в это положение, да, по льготным периодам именно из-за этого, потому что 30 лет наш аэропорт закрыт, с ним ничего не произошло. И в очереди инвестора не стоят на это, к великому сожалению. Нам тоже может не нравиться что-то из условий, которые указаны в этом соглашении. Мы хотели бы, чтобы оно было идеальным, но мы должны полагаться на правительство, которое этим занимается. Если мы им совсем не доверяем, давайте скажем, что мы вам не доверяем. Нам это нужно, я согласен, как социальный объект. Действительно, это попытка, значит, нарастить тот объем людей, которые будут приезжать в Абхазию без вот этих вот проблем, связанных с границей. Второе, то, что, значит, это мое видение, как я это понимаю. Инвестор думает о будущем. Значит, у него проблем тоже, помимо того, что здесь перечислено, да, деньги достать и так далее, нужно иметь свой парк еще, самолет, но о котором думать надо, да? Ведь эти суда, которые будут летать сюда, они больше никуда не полетят. Они будут уже под международным арестом. То есть там есть свои проблемы. Но, как я полагаю, ситуация стала чуть-чуть меняться, вот, ну, на мой взгляд, в связи с проведением СВО. Когда стало ясно, что далеко не всегда можно куда-то полететь, появилась возможность, если есть такое межправ соглашение, это хорошо. Устраивает ли оно меня полностью? Да нет, конечно. Я как настоящий абхазец хочу, чтобы нам просто дали деньги и отцепились от нас. Вот дали бы деньги, сказали, вот вам 10 миллиардов, пожалуйста, делайте, что хотите. Но в мире бизнеса так не бывает, к сожалению, большому. Более часа депутаты задавали вопросы и получали ответы от министра экономики. Поставив законопроект на голосование, абсолютным большинством соглашения ратифицировали. 30 проголосовали за, 2 против. Стоит отметить, что в рамках соглашения прописаны обязанности абхазской стороны, в которые входят реконструкция 2 подстанций в поселке Дранда и Ягудзера, а также ремонт подъездных дорог. По словам Кристины Узган, соглашение предусматривает и случаи невыполнения обязательств инвесторам. Если такое произойдет, то инвестор будет обязан возместить сумму льгот, предоставленную на период реализации этого проекта. Затем парламентарии рассмотрели 5 законопроектов, регулирующие статус земельных участков, а также законопроект, определяющий состав постоянно действующей комиссии по сотрудничеству между Народным собранием Абхазии и Госдумой Российской Федерации. Председателем комиссии избран заместитель спикера парламента Астамур Аршба. В состав комиссии вошли 10 человек. Асида Малия, Раму Камкия, Абхазское телевидение.